Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Победа Трампа вызвала ураган на мировых биржах. Индексы и валюты падают. Политики срочно удаляют из соцсетей и СМИ свои прежние оскорбительные высказывания в адрес избранного президента США. Путин поздравил Трампа в числе первых. Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с Соединенными Штатами. Повторяю, исходим из того, что это будет непростой путь, но мы готовы пройти и свою часть. Сезон мигрантских свадеб в Москве. Тои выходят даже дешевле, чем на родине. Модных трендов два. Свадьба по-русски с блинами, икрой, водкой и гармошкой и безалкогольные халяль-свадьбы по исламскому канону. Все будет по исламу. Тихо, без музыки. Аллаху Акбар! Сирийская армия перешла в контрнаступление в восточном Алеппо. Однако сокрушающего российского авиаудара по повстанцам, несмотря на прогнозы аналитиков, пока не произошло. Мы видим на видео из Алеппо людей, у которых животы стянуты веревками. Они делают это для того, чтобы унять боль, которую они чувствуют от голода. Искусственная рука, отпечатанная на 3D-принтере. В Казахстане энтузиасты 3D-печати стали изготавливать сверхточные протезы для местных инвалидов. Получается, в 10 раз дешевле американского аналога. Мои друзья некоторые не знают то, что у меня протез. А сейчас они все узнают. Сенсационная победа 70-летнего Дональда Трампа на выборах президента США вызвала настоящую политическую и финансовую бурю во всем мире. Буквально все были уверены, что победу одержит кандидат от демократов Хиллари Клинтон. И поэтому итоги выборов, где у Трампа оказался значительный перевес в голосах, стали ошеломительными. Как только стало понятно, что Трамп начал выходить вперед, обрушились индексы мировых фондовых рынков и фактически начался хаос. Это связано с жесткими предвыборными заявлениями Трампа, в первую очередь касательно перестройки экономики США. Первыми сильно упали азиатские биржи. Потом вниз пошла цена на нефть из-за опасений, что Трамп вступит в торговую войну с Китаем и подорвет нефтяной спрос. С падения индексов начались и торги в Европе и США. Падают не только биржевые индексы, но и национальные валюты. К примеру, мексиканский песо сразу после оглашения результатов упал на 11%. Трамп обещал выгнать из США всех мексиканских нелегалов и построить на границе стену. Аналитики прогнозируют падение и самого доллара. Между тем, тон победной речи избранного президента кардинально отличался от его предвыборной риторики. Трамп заявил, что сделает Америку миролюбивой страной, у которой ни с кем не будет конфликтов. Я хочу сказать мировому сообществу, что хотя мы будем ставить интересы Америки во главу угла, мы будем справедливо относиться ко всем людям и ко всем государствам. Мы будем искать точки соприкосновения, а не враждебность, партнерство, а не конфликт. Первый из европейских политиков Трампа поздравила с победой лидер французских националистов Марин Ле Пен. В числе первых также был и президент России Владимир Путин. Резко изменили отношение к Трампу после его успеха и многие мировые лидеры. А те политики и журналисты, которые в пылу предвыборной полемики произносили и писали в адрес Трампа оскорбительные реплики, сейчас пытаются либо удалить их, либо от них отказаться. О том, как поздравляли нового президента США с победой, в репортаже Рейтер. Страны Азии и бассейна Тихого океана в числе первых отреагировали на избрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл назвал победу республиканца исторической. Американцы понимают, что у них нет более надежного союзника и более верного друга, чем Австралия. Национальные интересы двух стран требуют, чтобы наши отношения оставались прочными. Мы будем и впредь сотрудничать перед лицом вызовов нашего времени, будь то угроза глобального терроризма или обеспечение экономической стабильности. Трампа поздравил Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля. Российский президент выразил надежду на совместную работу по преодолению кризиса в двусторонних отношениях, решению международных проблем и обеспечению глобальной безопасности. Заместитель председателя Государственной Думы России Владимир Жириновский также удовлетворен исходом американских выборов. Мы, конечно, с удовольствием констатируем, что в США победил лучший кандидат из тех двух,
что были представлены на суд американских избирателей. Мартин Шульц, глава Европейского парламента, надеется на дальнейшее развитие отношений между ЕС и США, переживающих не самые легкие времена. Это будет непросто, ведь в ходе избирательной кампании мы наблюдали элементы протекционизма, слышали внушающие тревогу слова о женщинах, меньшинствах. Но избирательная кампания и реальная политика не одно и то же, поэтому я рассчитываю на возвращение к рациональному сотрудничеству. Турция устами премьер-министра Бинали Йылдырыма призвала будущую администрацию выдать находящегося в Соединенных Штатах мусульманского богослова, которого Анкара подозревает в организации недавней попытки государственного переворота. Я призываю нового президента экстрадировать Фетхуллаха Гюлена. Если вы выдадите главу террористической организации, которая нанесла ущерб историческим связям между Турцией и США, вы дадите новый старт, откроете новую страницу в турецко-американских отношениях. Глава правительства Японии Синдзо Абе заявил, что надеется на плодотворное сотрудничество с Трампом. Лидер оппозиционной демократической партии Японии Ренхо, которую часто сравнивают с Хиллари Клинтон, удивлена поражением кандидата от американских демократов. «Хотела бы я знать, что на самом деле произошло», — сказала Ренхо. В Германии, правда, не скрывают своего разочарования итогами американских президентских выборов. Возможно, это связано с выпадами Дональда Трампа в адрес руководства этой страны. По мнению главы МИДа Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, политика Соединенных Штатов может стать непредсказуемой. Это не те результаты, которые ожидали большинство людей в Германии, но, конечно, мы должны принять их, и мы принимаем их. На мой взгляд, хорошо, что агитация в США закончилась, хотя она оставит глубокие раны, которые не так просто будет заживить. Я думаю, что теперь нам придется привыкать к новой внешней политике США. Политика будет не столь предсказуема, как раньше, и мы должны принять и это. Так кто же такой Дональд Трамп и чем запомнилась его президентская кампания в нашем профайле? Трамп провел предвыборную кампанию под лозунгом «Вернем Америке былое величие». Чтобы достичь этого, он пообещал использовать свой богатый опыт в сфере бизнеса. Сейчас, по словам Трампа, его бизнес-империя стоит миллиарды долларов. В книгах «Искусство выживания» и «Искусство возвращения» он сформулировал свое деловое кредо. Первый шаг к успеху – ставить перед собой большие задачи. Я писал эту книгу как учебник по бизнесу, но в ней многое сказано обо мне как о человеке, о моих отношениях с людьми. Книга о бизнесе учит добиваться успеха, преодолевать трудности. Однако не все, чего касалась рука Трампа, превращалось в золото. 3 его казино в Атлантик-Сити объявили о банкротстве в начале 90-х. В следующие 10 лет обанкротились еще 3 компании. Но каждый раз ему удавалось встать на ноги. В 2015 году Трамп объявляет о своих президентских амбициях и сразу же оказывается в центре внимания. Он предлагает радикальные решения проблемы нелегальной иммиграции из Мексики. Я построю огромную стену. Я лучше всех в мире строю стены, уж поверьте мне. Это будет недорого. И у нас будет огромная стена вдоль южной границы, причем заплатит за нее Мексика. Риторика Трампа в ходе избирательной кампании вызывает бурные протесты. Он говорит о мексиканских насильниках и наркоторговцах, обещает депортировать незарегистрированных иммигрантов и запретить им въезд в страну. Кроме того, Трамп предлагает закрыть въезд в США для мусульман в рамках борьбы с терроризмом. Позже ему пришлось отказаться от этой идеи. Однако самый большой скандал впереди. Газета «Вашингтон-Пост» публикует видео, на котором слышно, как Трамп говорит о женщинах. Меня автоматически привлекает красота. Я сразу начинаю целовать. Это как магнит. Сразу целовать. Не надо ничего ждать. Несколько дней спустя сразу несколько женщин заявляют, что Трамп целовал их и прикасался к ним против их воли. Трамп полностью отверг все подобные обвинения и пообещал подать в суд после выборов. В ходе кампании его резко критиковали за отказ обнародовать налоговые декларации. Кандидаты в президенты традиционно делают это с 80-х годов прошлого века. У оппонентов вызвали недоумение внешнеполитические пристрастия Трампа, в частности, его высказывания о Владимире Путине. Трамп допускал возможность военного альянса с Россией в борьбе с боевиками так называемого исламского государства. Вместе со всем миром за ходом драматичного голосования в США внимательно следили в Центральной Азии. К примеру, казахстанские депутаты заявляют, что они не спали всю ночь в ожидании итогов. И борьба на выборах вызвала у них такой же интерес, как чемпионат мира по футболу. Мы все сегодня смотрели, кто выиграет.
как смотрим футбол, хоккей. Между ними были интересные дискуссии. А если так посмотреть на ситуацию в нашей стране, на внутренней политике это никак не скажется. Ни положительно, ни отрицательно. В Таджикистане местное посольство США провело в так называемом американском уголке в Душанбе свои мини-выборы нового президента Америки. Нас проголосовало 41 человек, из которых 32 за Хиллари Клинтон и 9 за Дональда Трампа. С 6 утра там собрались десятки американских граждан, работающих в республике, и представители дипведомств стран Европы и Афганистана, чтобы следить за онлайн-подсчетом голосов в президентской гонке. В уголке также прошли несколько ролевых игр, в том числе и дебаты между республиканцами и демократами. Также проводилась игра в выборы. В ходе нее все желающие могли выбрать Трампа или Клинтон и проголосовать. В Душанбе при подсчете победила Хиллари Клинтон, получившая 80%, но большинство пришедших все же не отходили от главного экрана, внимательно следя за ситуацией в Соединенных Штатах. К другим событиям. В Москве в самом разгаре сезон свадеб среди мигрантов. Выходцы из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана женятся обычно осенью, поэтому рестораны и кафе, где справляют свадьбы представители диаспор, заняты до самого Нового года. О том, как проходят свадьбы трудовых мигрантов из Кыргызстана в российской столице, расскажет Дибек Бегалиева. В Кыргызском культурном центре в Москве сейчас самая горячая пора. Осень, сезон свадеб в разгаре. Айсулу успевает и платье для невест шить, и молодых девушек рукоделию обучать. Приезжают девушки, которые даже не умеют иголку с ниткой в руке держать. Сейчас мы уже устроили на работу около 10 девушек. Вместе с ученицами Айсулу готовит и приданое. Невесты заказывают стеганое одеяло, национальные ковры. Все, из чего обычно состоит приданое кыргызской девушке. Национальные мотивы среди кыргызов в Москве всегда в моде. Это особенно заметно на местных свадьбах. Час дня, суббота, парк Царицына. Популярное место свадебных гуляний. На выходных, как сегодня, здесь можно увидеть не меньше 10 пар молодоженов из Кыргызстана. Среди них все больше тех, кто проводит так называемые халал-свадьбы. У нас не будет алкоголя. В ресторане, куда мы сейчас едем, его не будет. Все будет по исламу. Тихо, без музыки. Повар Упёль познакомилась с мужем на работе. Как и принято по шариату, он почти сразу позвал ее замуж, и теперь семейная пара планирует вернуться на родину. Мы уедем весной, пока мы поработаем. В Кыргызстане работы для нас пока нет. Европейские или, скорее, русские свадьбы с баяном и лимузинами мигранты из Кыргызстана в Москве тоже играют. Проводить тои в России для них оказалось даже выгоднее, чем на родине. Тоев здесь так же много, как в Кыргызстане. Никакой разницы. Здесь даже экономичнее. Потому что скотину здесь режут не так часто. А у нас режут лошадей и другой крупный скот. Трат очень много. На кыргызских свадьбах Чингис зарабатывает неплохие деньги. Осенью каждые выходные у музыканта аврал. Иногда зовут сразу в несколько ресторанов. Некоторым приходится отказывать. Я нахожу работу через интернет. У кыргызов здесь очень много кафе. Иногда я размещаю рекламу. Для таких кафе свадьбы, юбилеи и поминки – основной источник дохода. Хозяева заведения обычно тоже кыргызы, поэтому московский той кыргызов практически ничем не отличается от тех, что проходят в самом Кыргызстане. Дибек Бегалиева, Азат Антумаков. Настоящее время. Москва. Далее в программе. Сирийская армия перешла в контрнаступление в восточном Алеппо. Однако сокрушающего российского авиаудара по повстанцам, несмотря на прогнозы аналитиков, пока не произошло. Мы видим на видео из Алеппо людей, у которых животы стянуты веревками. Они делают это для того, чтобы унять боль, которую они чувствуют от голода. Искусственная рука, отпечатанная на 3D-принтере. В Казахстане энтузиасты 3D-печати стали изготавливать сверхточные протезы для местных инвалидов. Получается в 10 раз дешевле американского аналога. Мои друзья некоторые не знают, что у меня протез. А сейчас они все узнают. В Сирии резко увеличился поток беженцев из контролируемого ИГИЛ крупного сирийского города Ракка. На фоне заявлений антитеррористической коалиции во главе США о скором начале похода на Ракку, жители ее пригородов спешат покинуть свои дома, опасаясь бомбежек, обстрелов и захвата их в заложники боевиками.
Несмотря на то, что боевые действия еще не начались, тысячи людей снимаются со своих мест, платя колоссальные деньги за любое место в грузовиках и автобусах, выезжающих за пределы района. В ИГИЛ нас наказывали за все подряд. Подорожал хлеб, и бензин тоже. Вообще все было дорогое. Нас наказывали за каждую мелочь, но теперь Господь их самих покарает. Мой брат, мы задыхались. Нам удалось выжить. Мы не могли выходить из дома без сопровождения мужчин. Нас заставляли целый день ходить в никабе и запрещали открывать лицо ни под каким предлогом. У них были посты по всему городу. Мы тряслись от страха, когда проходили мимо них. Слава Богу, нам удалось бежать невредимыми. Мы шли пешком и здесь встретили добрых людей. Они посадили нас в машины. Теперь мы все эти люди едут в Айн-эль-Иссу. Тем временем правительственная армия Сирии начала контрнаступление против повстанцев в Восточном Алеппо. Сегодня сирийские СМИ заявили, что войска Асада выбили отряды радикальных боевиков из всех районов, занятых ими накануне, когда объединенные силы повстанцев безуспешно пытались прорвать кольцо окружения вокруг Восточного Алеппо. Агентство Рейтер сообщает, что армия Асада при поддержке бойцов иранского корпуса Стражи Исламской революции и боевиков Хизбулла полностью взяли под свой контроль так называемый микрорайон 1070. Вы видите кадры ожесточенных боев за этот микрорайон, который имеет стратегическое значение в сражении за Алеппо. Его даже называют ключом к городу. После взятия квартала 1070 перед правительственными войсками откроется прямая дорога к центру Восточного Алеппо. Аллаху Акбар! Между тем, несмотря на прогнозы западных военных аналитиков и СМИ, Россия так и не возобновила массированные бомбежки Восточного Алеппо. Наступающим правительственным частям оказывают поддержку с воздуха только редкие самолеты сирийских ВВС. И то, как заявляется, в исключительных случаях. Однако теперь представители американской администрации критикуют россиян уже не столько за авиаудары, а сколько за гуманитарную катастрофу в Восточном Алеппо. Мы видим на видео из Алеппо людей, у которых животы стянуты веревками. Они делают это для того, чтобы унять боль, которую они чувствуют от голода. Они пьют грязную воду, так как нет другой. А больницы теперь в подвалах. Врачи пользуются грязными инструментами. Так есть ли гуманитарная пауза в действительности или ее нет? Об этом вам лучше поговорить с русскими. А это кадры Рейтер из Восточного Алеппо. Как вы видите, на них местные жители готовятся навсегда покинуть свои разрушенные дома. Тех, кому не повезло выжить, хоронят прямо на городских газонах. Большинство уезжающих стремятся попасть в правительственную часть города, где ситуация куда спокойнее. Я прибрал как мог свою мастерскую, хотя, как вы сами видели, она сильно повреждена. Мы должны работать, чтобы жить. Я бы хотел остаться в районах, находящихся под контролем правительства. Может быть, я найду другое место в Новом Алеппо и начну там все сначала. Покушение на премьер-министра Черногории готовили русские националисты. Такое заявление сделал черногорский спецпрокурор по расследованию организованной преступности и терроризму. Преступники, по его словам, планировали убийство Мила Джукановича, чтобы обеспечить приход к власти пророссийской оппозиции. В Кремле участие в этом заговоре категорически отрицают. О возможном российском следе в репортаже Екатерины Бучневой. Премьер-министра Черногории Мила Джукановича, который находится у власти уже 25 лет, то как президент, то как премьер, планировали убить снайперским выстрелом в 11 часов вечера 16 октября, в день парламентских выборов, на которых победила правящая партия. После этого заговорщики якобы намеревались помочь оппозиции захватить правительственные здания. По подозрению в подготовке терактов ранее задержали 20 граждан Сербии, но организаторами якобы были именно россияне. У нас нет доказательств причастности российского правительства, но есть доказательства того, что организаторами были двое русских националистов. Эти люди находились под контролем спецпрокуратуры Сербии, которая помешала им осуществить их план. Сейчас они больше не находятся на территории Сербии, не знаю, где они, в России или где-то еще. Сербское издание «Данос» сообщало о депортации из Сербии россиян, причастных к подготовке терактов в Черногории. Эту информацию позже опровергли и Белград, и Москва. Джуканович обвинял Россию в финансировании оппозиции еще до выборов. Она якобы пыталась помешать вступлению Черногории в НАТО. По словам политика, деньги оппозиционному демократическому фронту поступали через российских олигархов и, цитата, «секретные каналы в Сербии». О заинтересованности России в поддержке черногорской оппозиции говорят и аналитики.
Очевидно, что в последний год Россия весьма активно следит за политической ситуацией в Черногории, чего ранее не было. Несколько раз, в том числе после выборов, Россия выпускала официальные заявления, утверждая, что в стране недостаточная поддержка вступления в НАТО. Кроме того, оппозиция, наиболее радикальная антинатовская часть оппозиции, не смогла объяснить, откуда у них взялись деньги на предвыборную кампанию, что вызвало подозрение, что они пришли из России. Переговоры о вступлении Черногории в Североатлантический альянс велись 6 лет. В мае страна подписала протокол о присоединении к блоку. По данным соцопросов, членство в НАТО поддерживают чуть более половины избирателей. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков категорически отверг причастность Кремля к событиям в Черногории. Мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий. По официальной линии никаких запросов не было. Я не знаю, были ли запросы по линии спецслужб. Новый интернет-флешмоб, придуманный в США, захватывает мир. Подростки изображают манекены. Но, как выяснилось, участвовать во флешмобе решается не только молодежь. Вы видите, как охотно позирует бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и ее команда. А вот то же самое, но только ради собственного удовольствия, проделывают игроки в баскетбол. Новое увлечение появилось в Твиттере, когда ученики одной из школ Флориды застыли, изображая манекены. Короткое видео набрало более 4000 лайков и более 4500 перепостов. Маркетологи по всему миру с восхищением пишут о новой подростковой забаве и пытаются определить, как долго флешмобу удастся избегать возможной коммерциализации. Алматинские предприниматели печатают протезы рук с помощью 3D-принтера. Причем делают это они без какой-либо поддержки государства. Получается в разы дешевле зарубежных аналогов. В листе ожидания заявки от десятков казахстанцев, рассказывает Дмитрий Беляков. Вообще у кисти 27 положений есть, оказывается, разных. Наш работает только в одном. Да, механически. Идея производить протезы пришла к владельцам алматинской студии 3D-принта, можно сказать, случайно. 3 выпускника технических вузов искали неординарную нишу для стартапа. Причем им хотелось непременно что-то производить. В мае прошлого года предприниматели закупили оборудование в России и Китае и начали учиться по тематическим форумам. Когда к ним обратились с вопросом, а возможно ли сделать на 3D-принтере протез руки, парни решили попробовать. И получилось. Сейчас в их листе ожидания десятки казахстанцев, желающих приобрести протез. Основная цель наша не обогатиться на этом. Мы могли бы задрать цену спокойно и сидеть припеваючи, потому что есть такие особенные люди, которые могут позволить себе такое удовольствие. Но основная цель наша – это помочь людям. Мы максимально, как могли, удешевили этот процесс. Активный протез руки с датчиками и множеством функций во всем мире стоит дороже $3000 США. И, конечно же, не каждому по карману. В основном выбор падает на более дешевые механические протезы. Алматинка Айман Молдабекова собиралась приобрести механический протез кисти в Москве и копила деньги на поездку. Узнав, что подобный протез можно приобрести в Алма-Ате и почти в 5 раз дешевле, она долго не раздумывала. Каким образом отжимать максимально? Вот максимум. Айман рассказывает, что ей много пишут в социальных сетях молодые люди, которые желают приобрести подобный протез, но стесняются носить его каждодневно, так как он сильно бросается в глаза. Раньше был косметический, он не так выделялся, а сейчас он выделяется. Можно, конечно, бежевый взять, но он не будет сливаться с кожей. И, в общем, девушка мне это написала, говорит, в общем, мои друзья некоторые не знают то, что у меня протез. До сих пор не скрывают, ей тоже 20 лет, а сейчас они все узнают. В развитых странах на 3D-принтерах сегодня печатают имплантаты, межпозвоночные диски, фрагменты черепа, в ближайшей перспективе даже печать внутренних органов. Для частных студий этот уровень, конечно же, недосягаем, но даже их небольшие возможности востребованы среди казахстанцев. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.